Второй چی میگن ناز اویستویست ناز میشن میگن لیکن با خارجی رفتن نکرد دکترای خارجی میگن лечение ناز کنیم با پول میخزی. Расскажи об этом Богу. Таджикистанцы простились с солдатом, который 7 лет ждал, когда сможет встать на ноги. من وزی по اون قریب 90% زیاد شاید بسیار درد میکند و پیش نبودی زیاد نبوده ولی Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Солдат так и не дождался помощи от погранслужбы Таджикистана, из-за чего его отцу пришлось продать дом, чтобы прооперировать сына в Москве. Шахбол Мирзоев, изувеченный во время службы в рядах погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, скончался в ночь на 1 февраля. История солдата Шахбола Мирзоева в 2014 году стала одним из самых громких случаев дедовщины в таджикской армии. О смерти Шахбола Мирзоева в одной из больниц Худжанда сообщила Дилраба Самадова, руководитель общественной организации «Офис гражданских свобод». Причина смерти Шахбола неизвестна, однако на прошлой неделе стало известно, что он госпитализирован с подозрением на пневмонию. В среду у Шахбола появилась рвота, диарея и малокровие, из-за чего его доставили из физиотерапевтической клиники в областную больницу. 5 дней он находился в реанимации, сказала Зайтуна Мирзоева, мать Шахбола Мирзоева. Ранее, 29 января, Нуймон Мирзоев, отец Шахбола, сообщил о переводе сына в облбольницу из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. По его словам, у Шахбола была высокая температура и рвота. Напомним вам, что молодой человек все это время ждал, когда он сможет снова встать на ноги и быть полноценным человеком. Ведь после избиения в армии он не мог этого сделать и, по сути, был лежачим человеком. Возможно, даже причиной смерти стала и пневмония, ведь в его состоянии организм никак не мог восстановиться, и потому даже такая болезнь могла стать роковой для него. По сути, из-за того трагического случая молодой человек лишился жизни. Как вы считаете, когда-то в Таджикистане получится победить дедовщину? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Согласно исследованию Ассоциации юристов Ампаро от 2012 года, 40% родителей, ссылаясь на неуставные отношения и плохие условия службы, не хотели бы, чтобы их сыновья проходили обязательную военную службу в Таджикистане. Уроженец Аштского района Шахбол Мирзоев в марте 2014 года был жестоко избит фельдшером после того, как обратился в медсанчасть с жалобами на зубную боль. История солдата стала одним из самых громких случаев дедовщины в таджикской армии. В результате избиения Шахбол получил перелом позвоночника и шеи, повреждение спинного мозга, у него оказались нарушены функции тазобедренных суставов. Фельдшер пограничных войск Усманали Гайратов, признанный виновный в избиении солдата в 2014 году, был осужден на 9 лет тюрьмы. Позже срок тюремного заключения Гайратова был сокращен до 7 лет. Шахбол Мирзоев был прооперирован российскими врачами. Для оплаты лечения родным солдата пришлось продать дом, но все оказалось напрасно. В одном из своих бесед Шахбол признался, что мечтает только об одном – встать на ноги. من وزی по اون قریب 90% زیاد شاید بسیار درد میکند و پیش نبودی زیاد نبوده ولی По словам родных, Шахбол Мирзоев был похоронен в понедельник на кладбище села Хиштхона, сельсовета Пангос Аштского района. Давайте вместе почтим память молодого человека и попробуем распространить вместе это видео, чтобы как можно больше людей знали о реальной ситуации таджикской армии. И, возможно, когда-то мировое сообщество все-таки надавит на Рахмона, и что-то с этим будет сделано. Точные данные о масштабах дедовщины в таджикской армии недоступны, потому что власти неохотно признают факты насилия среди военнослужащих ради сохранения имиджа защитников Отечества. У нас на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.